Вы слушаете аудиоподкаст «Дерс», посвященный истории народов Крыма. В этом эпизоде курса лекций кандидата философских наук Надира Бекирова вы узнаете о скифской культуре и ее развитии в Крыму. Мы рассмотрим происхождение, антропологию и образ жизни скифов, роль коневодства, а также познакомимся с царскими скифами. Алиса, как ходят в гости крымские татары? Крымские татары не ходят в гости с пустыми руками. Чаще всего берут с собой сладости и кофе. А какой кофе пьют крымские татары? Раньше это был леба, а сейчас хырым хавеси. Ну и произношение, Алиса. Тебе надо над ним поработать. Хорошо, как скажете. А где можно купить этот кофе? Его можно купить в местных магазинах, а также заказать на Wildberries. Алиса, ты умница. Поставь хайтарму. Алиса, Крым кавесы запомнила? В прошлой нашей лекции, видео, мы остановились на истории скифов. О том, кто они были такие, почему они не иранцы, а тюрки, и каковы были взаимоотношения с разными народами, включая эллинов. Но поскольку у нас история, о которой мы говорим, больше касается культуры, нежели политики, войн и так далее, политика, войны, там, организации государства – это все-таки фон, а нас больше интересует культура тех этносов, которые в какое-то время побывали в Крыму и внесли свой вклад в развитие общей крымской культуры, культуры коренных народов, то хочу специально остановиться на скифской культуре. Скифы знамениты так называемым звериным стилем. То есть это различного рода изделия, которые украшались изображениями, такими, знаете, не лепниной, а барельефами зверей. Золотые чаши, серебряные, там какая-то другая посуда и так далее. В частности, то скифское золото, которое выставлялось в Западной Европе, как раз из-за которого шел тут спор несколько лет, оно как раз вот и образцы этого звериного стиля. Скифы прекрасно владели обработкой металлов. Оружие у них было уже преимущественно железным. Ну, и от железа практически немедленно происходит переход к стали, потому что сталь – это не какое-то отдельное изобретение, это как бы поневоле железо в себя вбирает вкрапление угля, на котором оно там обжигается, плавится, и фактически уже с самого начала появляется сталь. Они быстро учились и у друзей, и у врагов. Известно, что в Крыму они создали свое небольшое государство, занимавшее степную часть и некоторое пространство за перешейком и предгорье. Столицей его стал Неаполь-Скифский. В настоящее время это Петровская Балка, часть там все ее знают, в Симферополе. Обращает на себя внимание название Неаполь. Во-первых, оно эллинское, и неизвестно, как его называли сами скифы. Во-вторых, Неаполь – это все-таки новый город. Соответственно, должен был быть старая столица. В 2012 году археологическая экспедиция из Киева обнаружила городище на плато Аккая. Белая скала под Белогорском, Карасу-Базаром. Судя по найденным предметам, жили в нем скифы. Возможно, это и был старый город скифов. В настоящее время Неаполь-Скифский – небольшая площадка на одной из возвышенностей Симферополя, на которой сохранилась только одна башня. Начало разрушения положил штурм города еще в V веке, взятие готами и аланами. Однако здания стояли еще на протяжении тысячелетий и были разрушены только после российской аннексии 1783 года, когда местная царская администрация использовала камень этих строений для сооружения себе там сараев и других хозпостроек. Все это говорит о том, что, несмотря на преимущественно кочевой образ жизни и преобладание скотоводства, скифы вполне успешно переходили к оседлости, строительству городов и, вероятно, земледелию. Город задуман так, как и большинство крымских городов античности и раннего Средневековья. Площадка на возвышенности, защищенная крутым обрывом и в уязвимом направлении крепостной стеной. Это и такой город на Аккая, и такой же город Неаполь-Скифский. Таковы Джуфт-Кале, Ииски-Кермен и Мангуб
и черкесский армян. Первоначальная культура скифов претерпела серьезные изменения в Крыму. Нравы первых скифов отличались жестокостью. На войне скифы были беспощадны. Известен обычай изготавливать кубки из черепов убитых врагов. На эту тему даже там стихи всякие сочиняли российские поэты. Обряд посвящения во взрослые мужчины предполагал совершение убийства врага. В доказательство чему нужно было принести отсеченную голову убитого. Греки считали скифов варварами. В частности, потому что скифы пили неразбавленное вино. Учитывая, что эти вина были в ту эпоху преимущественно сухими, то по нынешним временам, конечно, скифы такие алкоголики слабые. При этом скифы выиграли серьезную войну персидского царя Дария, измотав его армию и вынудив бежать, неся огромные потери. Кстати говоря, это один из дополнительных аргументов, что скифы не иранцы. Объясняю. Дело в том, что у современных, или, по крайней мере, они не предки современных осетин. Или, если наоборот хотите, осетины не потомки древних скифов. Почему? Потому что само название осетин – это не осетин, это Ирон. То есть буквально воспроизведение Ирана. Ирон. Но Иран, название, и иранский, или персидский царь Дарий, воевал со скифами. Понимаете? Народ, который воевал с Ираном, не мог себя называть Ироном и, соответственно, не мог быть Ираном. Даже если они, к примеру, бы имели индоевропейские корни. На самом деле со скифами немножко сложнее, я на этом остановлюсь позже. При этом надо понимать, что скифы в Крыму и на других территориях совсем не одно и то же. Они отличались с самого начала между собой, как разные племена и, возможно, даже народы. Скифы – это обобщенное, причем неправильное название для всей практически западной евразийской степи. Их последующая историческая судьба была также различной. Совершенно очевидно, что крымские скифы на каком-то этапе своей жизни в Крыму откололись от остальных, обособились, создав собственное государство, и постепенно перестали быть скифами в изначальном смысле этого слова. Не случайно о крымских скифах, которые жили в степной части Крыма и там поблизости, уже эллины позже пишут как о царских скифах, отличая их чем-то. Что там такое? То ли это было создано царство, в отличие от родоплеменного строя, то ли вот это государство назвали они царством скифское, но факт тот, что там было заметное политическое отличие. К тому же уже авторы, в основном эллинские, 3 века нашей эры пишут о тавроскифах, то есть о каком-то метистом народе, сочетавшем в себе черты тех и других. Почему-то принято считать, что скифов поголовно истребили готы и аваны. В качестве аргумента приводят факты их совместного нашествия на Крым, войны со скифами, разрушение Неаполя скифского, следы пожарищ на местах скифских поселений и исчезновение памятников, собственно, скифской культуры с этого времени. Гото-аванское нашествие, безусловно, факт, как и гибель, как всегда, части населения, уничтожение культурных памятников и так далее. Новое нашествие запускает похожий механизм сначала, и все повторяется на новом этапе с новыми особенностями. 500-600 лет меняет картину так, что народ, живущий на этой земле, вполне мог бы и не признать своих предков. Встретился он с ними в одно время и в одном месте. После тотального нашествия в IV веке нашей эры тавроскифы вроде бы исчезают с этнокультурной карты Крыма. На наш взгляд, они растворяются в победителях, как ранее часть кемерийцев растворилась в скифах. Здесь, кстати говоря, уместно снова поговорить о кемерийцах. Как выяснилось, их имя было Кемер, или Кемер, или Кумер. Причем свое, родное, в отличие от искусственного, чужеродного, приписанного скифам со стороны, то есть самого слова скиф или искиты там в некоторых произношениях. Что же может означать слово «кемер»? Бросается в глаза, что это слово созвучно таким словам, как болгар, хунгар, гун, авар, хазар, татар, болгар, хангар. Это все имена реальных народов, кстати, побывавших в Крыму, но значительно позже. Это все имена тюркских народов, состоящие из 2 частей – ар, эр, ир, то есть мужчина или человек. Сравните с английским man. В несколько расширительном смысле люди, народ. И первой половины, обладающей разным происхождением и смыслом, но указывающей на то, какой это народ. То есть хазар или татар, или булгар.
Определение этих людей, их особенность, отличие от других подобных. Причем, что интересно, филологи говорят, что вот этот корень «ар», человек-мужчина, и в широком смысле, может быть, как бы народ, то он меняется как бы «эр-ир». Почему? А потому что в соответствии с особенностями уже теперь тюркского произношения, сингармонизма там, и особенностей там, озвончения, оглушения и так далее, вот этот корень «ар», он, соответственно, адаптируется к начальному слогу там, или слогам. Кемер – древнее слово. Одним из самых архаичных, сохранивших свои очень старые особенности, является в настоящее время чувашский язык. Но почему имеет смысл обращаться к чувашскому языку? Потому что чуваши – народ, связанный происхождением с гунским родоплеменным союзом, то есть с древними тюрками. А как мы выяснили, по крайней мере, часть скифов была тюркоязычными, тюркокультурными. В далеком прошлом кочевники, чьи предки также побывали в Крыму и его окрестностях, но позже по ряду причин осели в Поволжье, помимо чуваши, это предки казанских татар тоже, смешавшиеся с финно-угорскими племенами, некоторыми другими народами, ставшие преимущественно земледельцами, такое же воздействие природных условий на культуру народов, как и везде, получили имя чуваш, или, собственно, по-чувашски чаваш. Они оказались в некотором смысле на периферии тюркского культурного ареала и сохранили в своем языке множество особенностей прототюркского языка, утраченные или изменившиеся в языках других тюркских народов. Так вот, по-чувашски куме – кибитка, кумели-уарава – кибитка, волочок, кумели-шуна – зимняя кибитка, кумме – повозка-кибитка, кумме – кибиточка для детей, коляска или переносная корзинка. Куме-кураки – подорожник. Кстати, от слова «куме» происходит и современное слово, крымсатарское слово, не только крымсатарское, тюркское. Геми – корабль. То есть та же самая повозка-кибитка, только морская. В некоторых других языках и говорах кеми. Кемер – кеме-ир. Кюме-ир. Кибиточный народ, народ кибиток. Что такое кибитка? Перевозной шатер, юрта, дом на колесах. Народ, живущий в шатрах, юртах, домах на колесах. Вряд ли можно найти более удачное название народа кочевников. Но, разумеется, это только одна из возможных версий. Попробуем на основе того, что нам более-менее известно, определить, кто же такие скифы. Скифы говорят на разных языках. Геродот указывает 7. Среди них по разным источникам присутствовали как иранские, так и тюркские говоры. Более того, я обращаю внимание на то, что вот у многих тюркских народов традиционные названия как раз включают в себя как бы первоначальный иранский корень эр-ир. О чем это говорит? В самом деле, скажем, совершенно независимые тюрки, которые никак не были подчиненными Ирану, даже те же татары там, да, или булгары, вдруг у них там в название самого народа входит ир-эр. Можно предположить, 5-6 тысяч веков до нашей эры, где-то в эту эпоху, большинство историков уверены, что Евразийскую степь заселяли так называемые арии, то есть индоиранцы, а потом они по совершенно неизвестным причинам с этой территории ушли на юг. Собственно, они дали начало Ирану, и это так называемое вторжение ариев в Индию, которое происходило волнами. Это большая историческая загадка, гораздо даже больше, чем есть ли жизнь на Марсе или нет. Почему вдруг арии, если они на самом деле заселяли эту степь, почему вдруг они и были скотоводами, как уверяют нынешние историки, почему они вдруг так вот массой пошли на юг, да? Но пошли. Причем они пошли как будто бы сами, а не под давлением. Просто взвесим обстоятельства. Если они пошли под давлением, скажем, тех же тюрков, военным давлением, то, а как же они успешно завоевывали эти южные территории, Индию и так далее? То есть они как раз воинственные племена, воинственные какие-то этносы и так далее, да, через Гималаи, не просто так, представь себе, Индукуши, Гималаи, рваться в Индию, там что-то завоевывать, нежели тут отдать, так сказать, отпор, допустим, этим. Но сейчас просто констатируем факт. Арии, индоиранцы ушли. Как всегда, не все.
какая-то часть, видимо, осталась. И эта вот оставшаяся часть, которая была меньшинством и по сравнению с ушедшими своими родственниками на юг, и по сравнению с возникающими здесь или уже существующими к этому времени тюрками, ну, по сути, у них выхода не было. Они смешались с этим тюркским населением, причем, скорее всего, достаточно мирно, потому что ни о каких войнах между вот, оставшимися ариями и тюрками, ну, ни в каких буквально источниках не упоминается. Другое дело, когда это формируется новая общность, уже в более поздних, тоже достаточно древних, там 5 веков до нашей эры и так далее, иранских, собственно, теперь иранских источниках, как бы с новой родины ариев, вот эта территория начинает называться Туран. Что, собственно говоря, идет как раз от тюрков. Тем не менее, учитывая, что скифы не были, тюрки, в общем-то, до последних времен никогда не были консолидированным народом, одной политической единицей, вполне можно себе представить, что в рамках скифского родоплеменного союза какие-то там рода, племена и так далее, преимущественно иранского корня и языка сохранялись. В эту пользу говорит и то, что название днепровских порогов, исторические традиционные, не объясняется ни из славянских языков, ни из германских языков, потому что на этой территории позже уже жили готы, ни, собственно говоря, из тюркских языков. Но очень хорошо объясняется из древнеиранского языка. Они, по сути говоря, описание вот этих там днепровских порогов, их название, которое для русского или тюркского уха звучит совершенно непонятно, абракадабра на иранском языке, они как бы довольно хорошим являются географическим описанием этого порога. Поэтому можно предположить, что среди западных скифов были в том числе и какие-то оставшиеся осколки до тюркского ираноязычного населения, но которые теперь уже были частью Большого Тюркского скифского союза. Среди них, то есть скифов, по разным источникам присутствуют как иранские, так и тюркские говоры. Причем они используют, по крайней мере, их восточная часть Саки, письменность очень близкую к древнетюркской архоно-енисейской. Название скифы для них не родное. Народы, сталкивающиеся со скифами, именуют их ашкузы, ишкузы, кузы, саки. А что такое ишкуз? Это действительно народы, которые помимо эллинов, помимо эллинских источников, сталкиваются с скифами. Обратите внимание, кус, гус, гус, агузские народы. Очень близко. А что такое иш? Ну, там разные есть. Иш, там это ич, в том числе в нынешних говорах. Там внутренние гузы, там внешние гузы. То есть очень похоже на то, что скифы на самом деле это и есть предки гузы, которые уже в хазарское время называются гузами на самом деле, и в арабских источниках это зафиксировано. А вот раньше немножко по-другому, как бы, в зависимости с особенностей фонетиков тех языков, которые их называли, и своих собственного языка. Боги скифов, по крайней мере некоторые, созвучны по именам и функциям древнетюркскому тенгрианскому пантеону. Греки пишут, что, дескать, они там поклоняются Зевсу, Ахиллесу, но это не греки-эллины. Но это обычное упрощение, потому что послушать греков, так все поклонялись там. Им так было проще. Собственно говоря, даже древнеримские боги первоначально не греческие, но потом, когда Рим завоевывает Элладу и знакомится с эллинской культурой, действительно, как бы имена греческих богов переносятся на Рим и проводятся между ними параллель. То есть Юпитер – это Зевс там, и так далее. На самом деле, конечно, у скифов ничего общего с олимпийским пантеоном не было, и если посмотреть их имена там, то они совсем тюркские. Некоторые сюжеты из истории и мифологии очень напоминают историю агузов-тюрков у скифов. Скифы в основном кочевники, но есть и земледельцы, в том числе земледельцы, для которых это основное занятие. Производят хлеб на продажу. Когда я говорю хлеб, надо понимать, что это не булки в нынешнем понимании, не круассаны. Значит, одной из первых культур земледельческих, которая была возможна вот в тех условиях, в те времена, то есть без орошаемого земледелия, без хорошо развитого там землепашества как такового, а там какая-то саха и тому подобное, это было проса. Вот. И обратите внимание, что у многих народов этой полосы, и тюрков, и не тюрков, проса, как ее, пшонка, да, грубо говоря, она входит в традиционную кухню. И она задала на многие годы и столетия там, в том числе и эту традиционную кухню, потому что из, допустим, просяной муки можно сделать лепешку, но из нее не сделаешь чебуреки.
тесто не такое, не липкое. И традиционно, кстати, крымско-татарская лепешка, калакай, степная ногайская, она как раз должна быть из просяной муки, а не пшеничной. Среди кочевников они выделяются тем, что используют в пищу конину и кумыс, что резко их отличает от иранских и индоевропейских скотоводов. Скифы живут на обширной территории. В Крыму, в Причерноморье, на Северном Кавказе, доходя до лесных краев на севере, уходя далеко за нынешнюю Волгу на востоке. Фактически карта первоначального расселения скиф доходит до Байкала. Обратите внимание, если посмотреть на эту территорию, то, что потом через 1500 лет именуется Дешта Кипчак. Антропологические скифы ближе к европеоидам, но в некоторых изображениях чувствуется легкий налет монголоидности. То же самое, что среди западных тюрков. То есть, если мы берем тюрков, которые живут западнее Волги нынешней, да, азербайджанцев, карачаевцев, кумыков, гагаузов, турок-азербайджанцев, крымских татар. Ну, сказать, что тут нет монголоидности, нельзя, но она у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше, даже очень европеизированных, ну, это я своими глазами видел, у гагаузов, которые, ну, в принципе, как бы европейская антропология, нет, встречаются такие вот монголоидные лица. Вот. Но это довольно заметно их отличает от тех, кто живет восточнее Волги, у тех же казахов там и так далее, или хакасов. Из всего сказанного наиболее логически вероятной является такая этническая картина. Скифы неудачная и ничего не объясняющая, но закрепившиеся в литературе названия группы союза племен, смешанного к тому времени, тюрко-иранского происхождения. Это не их самоназвание. Отдельные племена, входящие в союз, говорят на языках, сильно отличающихся друг от друга. Но при всем этом уже вырабатывается некая общая лексика, имеющая своим источником как иранские, так и тюркские языки. Скифский пантеон также включает в себя как древнетюркские, так и иранские божества. Культура, включая хозяйственную, разных скифских племен, несет на себе сильные следы и преемственность с временем, когда они были еще разными народами, с разным укладом и стилем жизни. Антропология также смешанная, следствие метисации первоначальных предков. Одним народом, как много раз до этого и после в истории, их делает общая хозяйственно-политическая задача. Помогают друг другу завоевать, освоить, а позднее удержать и защитить новые территории на западе европейских степей. Совместное проживание на этой территории, общие интересы и внутрискифское разделение труда на протяжении докрымского периода выковывает некую общескифскую культуру и этническую идентичность, впитавшую в себя навыки скотоводов и земледельцев, иранцев и тюрков, как кочевых, так и оседлых. Когда я говорю иранцы, тоже надо понимать, что я не имею в виду Иран как ныне существующее или даже древнее государство Иран. Просто в современной науке, в литературе, для тех народов и племен, которые жили еще до возникновения Ирана как такового, все равно используется обозначение как иранские. Это не означает, что они выходцы из Ирана или там каким-то образом близки с ними. При этом на этапе появления в Европе компонент тюркской культуры, кочевого скотоводства, особенно коневодства и всего, что с этим связано, получает общескифское значение, поскольку именно он позволяет эффективно завоевывать и осваивать новые степные пространства. В рамках скифского кочевого общества индоевропейцы также становятся доителями кобылиц и млекоедами, отрываясь в этом смысле от других индоевропейцев, в том числе кочевников, использующих лошадь как средство транспорта, но не как источник пищи. Такой сплавной, но не до конца, характер скифской культуры, антропологии идентичности достаточно легко объясняет те видимые противоречия, которые кажутся непримиримыми. В случае, если скифы трактуются как только иранцы или только тюрки. Это достаточно хорошо объясняет претензии так называемых царских скифов на то, что остальные скифы как бы принадлежат им и должны им подчиняться. Это типичное взаимоотношение между лидирующим племенем, создавшим в силу своей военной мощи или исторического счастья некое новое межплеменное или государственное объединение из покоренных или присоединившихся к нему иных племен, как этнически родственных, так и абсолютно иноэтнических. Подобная картина повторяется позже, через столетия, у гуннов, у булгар, у хазар, в так называемой Монгольской империи Чингисхана. Это же относительно просто объясняет, каким образом многочисленный, мощный народ, державший под контролем обширной территории и ресурсы, вдруг исчезает. Другим исчезает, уступая другому, неизвестно откуда взявшемуся. В результате войн и других событий уступает не весь народ,
уступает господствующее, лидирующее в этом смысле положение в союзе племен племя или род. Входящие в союз иные племена выходят из него и вступают в другой союз, предлагаемый или навязываемый новыми претендентами на господствующее положение. Появляется новое объединение, вместе с ним новые названия, новые лидеры, новая идентичность, которая сторонними наблюдателями описывается как новый народ с новым именем. Со всеми этими народами современные люди познакомились благодаря эллинам. Эллины и их потомки сыграли в становлении крымской культуры роль, которую невозможно переоценить. Эта история в Крыму насчитывает более 2000 лет и закончилась очень драматически, о чем я уже рассказывал. На грани тысячелетий в Крыму определилась тенденция, я имею в виду тысячелетий, между до нашей эры и тысячелетием нашей эры, которая на многие столетия вперед определит основное русло развития культуры народов Крыма. В соответствии с основными природно-климатическими зонами и природными условиями полуострова, народы, побывавшие в Крыму, занимали 3 основные географические ниши – степь, горно-лесную часть и южное побережье. Культура Крыма развивалась в этих регионах относительно самостоятельно, но при этом все природные и культурные ареалы взаимодействовали между собой и взаимообогащали друг друга. Однако, чтобы лучше понять их особенности и характер взаимодействия, мы в последующем будем рассматривать эти культурные зоны по отдельности, не упуская при этом из вида, что они соседствовали, и между ними не было непроходимых границ. В конечном счете, собственно, крымская культура рождалась и развивалась из их взаимопроникновения и взаимодополнения. В следующей части цикла аудиолекций о народах Крыма кандидат философских наук Надир Бекиров отвечает на вопросы и комментарии зрителей предыдущих видеолекций о первых обитателях Крыма.